Секретные тайные агенты Путина. Статья Саймона Шустера под таким заголовком появилась сегодня в журнале «Тайм». Автор пишет, что от Лондона до Вены и Берлина беглые оппоненты российского государства все больше обеспокоены своей судьбой, своей безопасностью. Никогда со времен Холодной войны российские спецслужбы не обвинялись в таких активных и жестоких действиях за рубежом. И далее история 68-летнего чеченского правозащитника, а в прошлом член правительства Чечни Саида Эмина Ибрагимова, который утверждает, что его похитили, пытали, причиной чего, возможно, стали его антипутинские выступления. Он, в частности, направил в Международный военный трибунал и копию в Кремль, документ, в котором обвиняет российского президента в военных преступлениях. Речь о второй чеченской кампании и о бомбардировках Грозного. Саид Эмин Ибрагимов 5 лет собирал свидетельства и доказательства для своего обращения в трибунал. Сейчас он живет во Франции. С 2001 года в бытность свою в Чечне он подвергался и давлению, даже физическому насилию, и в адрес его постоянно поступали угрозы, отмечает журнал. Но когда это все повторилось в Европе, на его теле до сих пор следы избиений, сигаретных окурков и других пыток. Саид Эмин Ибрагимов сейчас на связи со студией «Дождя» по скайпу из Страсбурга. Саид Эмин, здравствуйте, как слышите меня? Здравствуйте, слышу хорошо. Скажите, пожалуйста, версии, кто вас похитил? Вы сказали «Тайм», что это точно были русские, возможно, даже москвичи, судя по акценту, по произношению, но точно, мол, не чеченцы. Что они от вас хотели и почему вы связываете это нападение именно с вашим обращением в Международный трибунал? Ну, другой причины я пока не знаю. Я в своей жизни никогда не совершал никаких преступлений, у меня нет как таковых врагов. Дело в том, что это случилось после того, как я направил письмо в Международный уголовный суд, в котором я указываю, что военно-политические силы России во главе с Владимиром Путиным совершили жестокие преступления против чеченского народа. И не голословно, а привожу определенные юридические доказательства этому. И люди, которые меня похитили, требовали от меня, чтобы я забрал свой документ, как они назвали, кляузу против президента. И это было их основное требование. Поэтому я считаю, что это были люди именно Путина. Вы согласились на их требования? Почему они вас отпустили? Я не согласился на их требования. Они меня закопали в лесу. И я смог выбраться из ямы. Когда дождь пошел, я пришел в себя. Выбрался из ямы. Несколько часов искал дорогу. Добрался на дорогу, и там меня нашли полицейские, которые обратились в скорую помощь. И они, поскольку раны были тяжелые, они прямо на месте провели операцию, и потом уже отвезли меня в госпиталь. Это все происходило во Франции? Это все происходило в Страсбурге. В Страсбурге. Да. Скажите, французская полиция ведет же, вероятно, расследование случившегося? Да, французская полиция возбудила уголовное дело, и по делу ведется тщательное расследование, насколько я знаю. Вот, и мне сообщали о том, что кого-то задержали, но я пока точной информации не имею. Скажите, вот что касается вашего обращения в Международный уголовный суд, я говорила, военный трибунал, уголовный суд, в чем конкретно вы обвиняете российского президента? Я обвиняю в том, что по его приказу наносились бомбовые удары против мирного населения, погибли огромное количество мирных людей, и это есть военное преступление. О каком годе, каких датах конкретно идет речь? Речь идет о Второй Чеченской войне, как говорят, или как российские политические военные силы называют это контртеррористической операцией. В этом же документе я доказываю, что
если бы это была контртеррористическая операция, то они должны были наносить удары целенаправленно против признанных судом террористов. Никто никого не признавал, удары наносились против мирного населения. Кроме того, я обвиняю военные и политические силы в том, что они не отрегулировали эту проблему. В данном случае чеченский народ находится в тяжелейшем положении, хотя говорят, что там стабильность, там народ находится в состоянии страха. И поэтому я считаю, пока Россия не признает свои преступления, пока не будет заключен договор о мире, пока не будут освобождены заключенные, которые томятся в тюрьмах только за то, что они защищали свою родину, справедливости быть не может. И в данный момент именно российские агенты постоянно давят на меня и требуют, чтобы я забрал свой документ, и утверждают о том, что все равно против Путина не будет возбуждено уголовное дело, потому что весь мир боится его. Я считаю, что это совсем не так. Уголовное дело должно быть возбуждено, потому что я представил документы по той системе, которая пока еще в юридической практике не использовалась. Это система proprio motu. И я полагаю, что справедливость должна быть восстановлена. Скажите, вы обратились в суд и копию вот этого обращения направили в Кремль, как говорится в публикации в Time. Это действительно так? А какую цель вы при этом преследовали? Я направил письмо, открытое письмо именно Владимиру Путину. И я откровенно написал о том, что он совершил преступление и считаю целесообразным ему самому обратиться в суд, если он считает, что он не совершал преступление, доказать юридически, что он не совершал эти преступления. Вам какую-то, может быть, обеспечили охрану, французские правоохранительные органы? Как реагируют на нынешнюю ситуацию? Если вы опасаетесь за свою безопасность, они какие-то принимают, возможно, действия к тому, чтобы вам ее обеспечить? Я считаю, что какие бы меры они ни принимали, если российские спецслужбы задумали со мной расправиться, они смогут это сделать. Но я этого не боюсь, потому что документы, которые я направил в суд, они уже действуют, и как бы они со мной не расправились, это ничего не изменит. Саид Эмин, спасибо, что поговорили с нами. Саид Эмин Ибрагимов, чеченский диссидент, правозащитник, в прошлом член правительства Чечни, который с 2001 года живет во Франции, с которым произошла вот такая история, ставшая предметом сегодняшней громкой публикации в журнале «Time».